Всем привет, с вами я, журналист «Кактус Медиа» Бермет Уланова. Мы запустили новый проект «Доктор Я Псих». И на наши вопросы о психологии отвечает психолог и гештальт-терапевт Виталий Пукаев. Привет, друзья! Я снова в эфире. У каждого из нас есть какие-либо страхи, которые мешают нам в жизни. Сегодня мы спросим у Виталия, как справляться со своими страхами, как их побеждать, что нужно сделать, чтобы не бояться. Знаешь, классный вопрос. Вообще страха не надо бояться, во-первых. Потому что страх – это одно из таких очень хороших чувств, которое помогает мне выживать в этом мире. Если бы у меня страха не было, меня первая машина бы сбила бы на дороге. Поэтому там, или там я в окошко бы. Но это базовый физиологический страх. Да. А мы уже боимся много чего другого еще. Да. Инициативы боимся, там какую-то предлагать, может быть, нас наказывали за инициативу в детстве. Или боимся там что-то говорить. Да, вот и ты сейчас хорошие вещи говоришь про то, что боюсь инициативы. Это значит, что я боюсь каких-то там прошлых неудач, своего прошлого опыта, и этот прошлый опыт на меня сейчас аж не влияет. Но если там разбирать классификацию страхов, да, бывает он реальный, и то, что ты описываешь, там, не знаю, фантазийный, да. Вот реальный страх, если там собака на тебя кидается на ногу, это реальный страх, да. потому что сейчас ногу откусит, да. А то, что я там начинаю фантазировать, это вот как раз-таки, страх не помогает. Страх, он который тормозит. Причиняет неудобства мне и моей жизни. Что с этим сделать? Что с этим? Во-первых, не надо отрицать свой страх, потому что страх он и есть. Признаться себе, что я, боюсь поражений. Сила человека в том, что, сила во мне в том, что я могу принять свой страх, признать свой страх. И как только я говорю, знаешь, я боюсь этих камер дурацких и света, то мне становится легче, меня отпускает, во-первых, там, да. Во-вторых, существует куча всяких там техник релаксации, когда я опускаюсь в настоящее, погружаюсь в настоящее, там, если, техника дыхания, да, там, не знаю, техника квадрата, еще так называем, там. Вот, как из вариантов, там, техника приземления, я себя хлопаю, там, трогаю тело, это про то, что я возвращаюсь в реальность. Это прям когда такой сильный приступ какой-то идет, да? Угу. Упражнение, когда, там, допустим, ты ко мне приходишь, я тебе даю таблетку, что эта таблетка помогает тебе избежать страха на неделю, и ты вот без страха совсем будешь. И в эту неделю ты записываешь, что бы ты сделала, как ты там повела бы себя, что бы сказала, там, не знаю. Будь у меня такая таблетка, как бы я себя вела. Да, эта таблетка как бы снимает все твои страхи. Вот. А потом ты смотришь, что ты написала, и что ты реально можешь сделать и без таблетки. То есть, возвращаем опять же в реальность. Можно наблюдать, как другие борются со своими страхами, с похожими. Допустим, я вижу, как ты там сидишь перед камерами спокойно и свободно, да, и я начинаю, впитывать твой опыт, и смотреть, как ты это делаешь, и через тебя могу побороть свой страх, там, не знаю. Другие еще варианты есть, какие еще можно говорить? Повышать свою самооценку, то есть, если я, опять же, боюсь, там, не знаю, как ты сказала, поражений. Да, боюсь поражений, то, соответственно, я могу себя настроить на то, что я могу терпеть поражение. Это не есть плохо. И в этом месте моя самооценка чуть, если я прокачаю свою самооценку, тогда мне поражения будут не так страшны. То есть поработать еще с тем результатом, который будет. Чем я себя пугаю. Да, вот я чем-то себя пугаю, допустим, если я там в чем-то буду в проигрышном варианте, буду в чем-то слаба, что будет? Да, учиться... Стану какой-то плохой, не такой, с этим работать. Да, вот это как раз работается на психотерапии. И у меня был клиент, который, когда он в спорте терпел поражение, он вообще не расстраивался, он вообще не боялся, потому что, когда он терпел поражение, голос внутри головы возникал, голос его тренера, да, который говорил: да ты молодец, там, не знаю,
Медер, ты супер классно сделал, и где ты проиграл, вот здесь нужно потренироваться, вот здесь и вот здесь. И этот там мальчик вот эти места тренировал, и на соревнованиях в следующий раз он выигрывал в основном. Обнаруживал зоны роста. Да, зоны. Но прикол в том, что в бытовой жизни, да, ну просто в жизни, у него возникал голос не тренера, а голос его папы, который его там чморил и ругал, да ты лошара, короче, да. И ну, он пришел на терапию с тем, что вот голос папы внутри его просто останавливает, там, не знаю, делает его, замораживает вообще. Повышает самооценку. В общем, это все базовое, а потом, если все это не сработало, идти к психотерапевту и разбираться уже дальше. Конечно. Спасибо большое. Вам тоже спасибо, что были с нами и смотрели эфир. До новых встреч. Всем пока.